Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня у нас урок русского языка и литературы. Мы будем с вами проводить урок по разделу «Я и закон». Для того, чтобы определить тему урока, давайте мы с вами просмотрим ролик. Ребята, о какой стране идет речь? Казахстан. Ребята правильно определили тему нашего урока. Ребята, мы сегодня с вами будем заниматься по учебнику, страница 135-137. Перед вами на столе листы индивидуальных достижений. Вы будете сегодня ставить сами себе взаимооценку. Раздел «Я и закон». Будем обращаться к словарю Ожегова, искать статьи, заниматься творческой работой, а также будем сами себя оценивать по таким листам индивидуальных достижений. Сегодня наш урок предусмотрен в работе группы. Перед вами также два смайлика. Зеленый смайлик означает «я прекрасно понял». Желтый смайлик обозначает «я немного затрудняюсь». Далее перед вами находится кластер со словом «гражданин», к которому вы должны будете подобрать ассоциации со словами «гражданин». Итак, приступаем к уроку. Все понятно? Да. Откройте учебник на странице 157. Давайте обратим внимание на эпиграф нашему уроку. «Без сердца истина обман, и счастлива лишь та обитель, где есть любовь, где есть добро, где только правда повелитель». Шакарим Кудайбердиев. Скажите, пожалуйста, почему именно слова Кудайбердиева взяты к нашему уроку? Как вы думаете? Так как Шакарим Кудайбердиев был философом, мыслителем, его эпиграф подходит к нашему уроку, потому что, по его мнению, правда – это главный повелитель. Ребята, следующий этап нашего урока – это работа в группах. Поэтому мы сейчас с вами разделимся на группы, присядем за ноутбуки, рассмотрим презентацию, а затем выполним кластер. Так, вы должны будете заполнить листы индивидуальных достижений, вы работаете в группе. Просмотрите, пожалуйста, ноутбук, что для вас здесь непонятно. Итак, мы говорим о Конституции Республики Казахстан, о государственных символах. Наша группа говорит о статье 10 и 11. В 10 статье говорится о том, что гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается только лишь в соответствии с законом. Также гражданство Республики Казахстан не может быть прекращено
без условий закона. Также в статье 11 говорится о том, что республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Также гражданин республики не может быть выдан иностранному государству. Ребята, вот и подошел наш урок к концу. Давайте обратим внимание на листы индивидуальных достижений. Перед началом урока вы должны были отметить, как вы работали в группе. Пожалуйста, выскажите свои мнения. Аселя, работая в группе. Работая в группе, я выслушивала мнение своих товарищей всегда. Также высказывала свою точку зрения иногда. Мне было интересно слушать своих товарищей. Также я была полезна в группе всегда. Я с удовольствием работала в группе всегда. Так, хорошо. Мы заканчиваем наш урок. Посмотрите, пожалуйста, на лист рефлексии. Вы должны закончить предложение. Сегодня я узнал, мне было интересно, урок дал мне для жизни. Пожалуйста. Сегодня, работая в группе, я узнал о втором разделе Конституции. Было интересно работать в команде, и урок дал для меня жизни использовать свои права. Уважаемые ученики, сегодня мы с вами провели урок «Я гражданин Республики Казахстан». Мы сегодня познакомились с вами со статьями 10, 11, 12, 13 и 14. Знание законов – это для вас ваши права и обязанности. Где бы вы ни были, где бы вы ни находились, вы должны использовать свои права, знать свои права. Умение общаться с другими людьми и находиться в том или ином государстве – это и есть для вас приоритет. Уважаемые ученики, мы хотели бы подытожить сегодня урок. Мы сегодня с вами поработали в группах, поработали индивидуально, использовали интернет, использовали компьютеры, использовали ресурсы, как словарь Ожегова, использовали учебники, а также работали плодотворно в группе. Сегодня мы с вами занимались взаимооценкой, и для вас было полезно то, что вы сами себя оценивали. Для вас было приятно работать в группе, для вас был понятен материал, и вы усвоили сегодняшний материал. Я благодарю вас за урок, дальнейшего вам творческих успехов.